Сегодня задержан Фахриддин Мирзамуратов. Это обычный мигрант, который в поисках лучшей жизни приехал в Россию из Таджикистана. Работал на стройках и даже получил гражданство нашей страны. Ну а в какой-то момент почувствовал призвание к блогосфере. Но вместо уважения и благодарности к новой родине в своих публикациях стал размещать фейковые новости, оскорблять россиян и призывать подписчиков таких же мигрантов, как он, к беспорядкам. Чем он пугал своих земляков, выяснил Илья Ушенин. Чтобы задержать подозреваемого, бойцам СОБРа не пришлось долго кружить по району. Оказалось, что Фахриддин Мирзамуратов живет и работает по одному адресу. В магазине «Оптика» он торгует контрафактными очками, а за стеной ведет свой экстремистский блог. Там он призывает своих соотечественников не подчиняться законам страны, в которую они приехали. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вам понятно? Нет. Это распространение заведомо ложных сведений о значимой общественной информации. Видео, которое вызвало интерес силовиков, Фахриддин Мирзамуратов распространил в своем аккаунте совсем недавно. Обращение к землякам посмотрели несколько тысяч человек. И, судя по всему, многие прислушались. Ведь в среде мигрантов не так уж и много блогеров. Поэтому доверие к Фахриддину едва ли не стопроцентное. Сейчас будут делать вакцинацию по всей России. Всех нерусских будут делать уничтожение. Поэтому, если вам придут, даже деньги дадут, с работы уволят, что хотят, пусть делают, только вы не соглашайтесь ни на какую вакцинацию. Потому что этим вакцинациям вам сделают вакцину, и ваш срок действия будет 3-6 месяцев. Байки про коварных врачей, судя по всему, что называется, зашли. И вот Фахриддин размещает у себя уже обращение одного из блогеров-иностранцев, который тоже якобы говорит только правду. Вот дядьку закрыли на карантин, 30 человек в общаге. Взяли у всех мазок. На третий день один умер. И все 30 человек теперь температурят, короче. Не давайте близким тоже передайте, пусть не дают брать мазок. Вообще через них, с ихними этими, пусть не дают брать мазок. Заболели конкретно все. На вопросы, откуда вот это все, Фахриддин заявил, что знает, о чем говорит. Ведь он с медициной давно на «ты». Кто по специальности? Медбрат. Медбрат? Да. У вас высшего образования даже нет. Вы медбрат. Какое вы имеете право рекомендовать гражданам публично отказываться от вакцинации? У вас образование клизму ставить. Медбрат. А еще раньше популярный блогер призывал своих подписчиков и вовсе убивать. Речь шла о бытовом конфликте, в котором прораб на одной из строек избил приезжего. Мужской поступок. Он должен для себя совершить мужской поступок и должен убить этого русского, убить его вместе с его домочадцами. Если не убьешь, знай, что завтра в судный день ты предстанешь перед Аллахом милостивым и будешь в муках. Впрочем, сейчас в присутствии бойцов СОБРа Фахриддин опять словно ничего не помнит. Убей этого русского с его семьей. Нет, я не сказал такое. Ну как не сказали? В публичном доступе ваше видео. А ведь еще совсем недавно блогер «На чем свет» поносил тех самых силовиков, которые сегодня пришли к нему с визитом. В феврале во время рядовой проверки рядом с мечетью Фахриддин устроил скандал с ОМОНом. Уверял, что силовики не имеют права там находиться. Угрожал и провоцировал других на конфликт со стражами порядка. Через несколько часов после этого Мирзамуратов еще и записал отдельное обращение. Ведите себя как сотрудники полиции, а не как быдло. Вот так не делайте пальцы. Вы не имеете права без какой-либо причин спрашивать лично вот у меня документы. Тот ролик, как и ожидалось, набрал свои просмотры, а следователь – основания для возбуждения уголовного дела. Сейчас, после проведенного обыска, блогер продолжает говорить, но уже в здании отдела СК. Илья Ушенин, Дмитрий Сальников, телекомпания НТВ. И несколько минут назад суд избрал